Это рубрика «По факту» на Темиров Лайв. С вами Арген Камалдинов. Здравствуйте. Бензоз өтіп отыр. Өткенде біз каждый день жашап атабыз, бензоздор өтіп отыр, продуктлар қымбаттап отыр. Голос журналиста не услышан. Ташиев стоит на своем. ГКНБ живет в своем мире. Там, где они герои, а остальные слепые и глухие. Все, с контрабандой покончено. Посыл для тех, кто не может критически мыслить. Ташиев идет еще дальше и заявляет, что вообще на дорогах пропали бензовозы. Оштураз Баткенге чейин жолго чыгыңызчы мага ушу бир 6 саат. Бир бензовоз жок. Демек ушу бөгөт коюлгандык ошол. Именно этот популизм главы ГКНБ стал предметом нашей проверки. И источники нам сообщили, что военные учения являются причиной, что бензовозы попрятались. И действительно, это было так. Но стоило учениям закончиться, как бензовозы появились. ГКНБ вдруг ни с того ни с сего подумала, что именно контрабанда стала предметом нашей проверки. Доказывать контрабанду мы, может, и будем в последующем. Но ответ ГКНБ – чистая подмена темы. То есть, не ГКНБ, а почему-то Кыргызнефтегаз отвечает за Ташиева. Относительно опубликованных 9 апреля 2021 года в соцсетях видео с бензовозами, якобы транспортирующими нефть и нефтепродукты контрабандным путем, Кыргызнефтегаз сообщает следующее. На сегодняшний день Кыргызнефтегаз осуществляет свою производственную деятельность на лицензионных промышленных площадях, дислоцированных в Лелекском районе Баткенской области на участках Карагач, Бешкент, Тогап, Ташрават, Тамчи. Далее добытая нефть из Баткенской области транспортируется на переработку в город Джалабад на нефтеперерабатывающий завод Кыргыз Петролиум Компани, принадлежащий Кыргызнефтегаз, или поставляется местным НПЗ. ГКНБ опять выставляет себя героическими борцами с коррупцией. Судья Мира Джейенбекова, по их мнению, жуткий коррупционер. 74 квартиры, 19 коммерческих объектов и 10 парковочных мест. Земельные участки в золотом квадрате Бишкека и куча фотографий частных домов. Проверяем практически все это об одном объекте. Вот это вот высотка. Смотрим карту. В 2015 году на этом месте двухэтажное здание. Владельцами, как показывает кадастр, являются две семьи. Джейенбековой и Шадиевой, причем с давних лет. Султан Шадиев – муж судьи, а Джейенбековой – родные Миры Джейенбековой, то есть оба владельца – близкие родственники судьи. По соглашению со строительной компанией о долевом участии две семьи получили 20% от площади высотки. Это по 7-8 квартир на каждую семью, но не 74. Опять ГКНБ нам врет. А один из двух домов, которые приписали судье, был продан ее братом еще в 2017 году. Зато сколько пафоса о борьбе с коррупцией. Два других объекта действительно принадлежат таким мужу Миры Джейенбековой, но приобретены или получены по наследству также в 90-х, в начале 2000-х. Напомним, что она стала судьей лишь в 2016 году. До этого была рядовым сотрудником Министерства юстиции. Зато реальный коррупционер, который признался в своих деяниях и даже пошел на сотрудничество, по мнению ГКНБ, кристально чист. Вот что они пишут. Однако, согласно официальным документам компетентных органов указанных государств, Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество. Таким образом, доводы, приведенные журналистами, не нашли своего подтверждения, и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызстана. Факты болса мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат. Все вернулось на круги своя. А теперь посмотрим видео няни семьи Матраимовых. Это часть расследования ОССРП, Азаттык, Беленкет и Клоп. Здесь она показывает внутреннее убранство двухэтажной квартиры босса. Ito yung kusina, ito yung sala, ito yung dining room namin.
Dito yung kwarto ng mga amo ko. Tama na, meron pang pakita. Ito naman yung hallway namin. At sa talagang may maliit na storeroom na lalagyan ng mga damit. Ну что сказать? Значит, плохо искали или не хотели искать. Зато в борьбе с блогерами они находят все. Двойные стандарты, популизм – это все, что мы должны знать о крутой супергероической борьбе с коррупцией со стороны ГКНБ. С вами был Арген Камалдинов. Подписывайтесь на YouTube канал Темиров Лайф и узнавайте всю правду.